29 февраля состоялось долгожданное послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Выступая перед собравшимися, российский лидер отметил, что Россия столкнулась с большими задачами, решение которых требует совместных усилий. Уже сегодня наша страна доказала, что способна отвечать на любые вызовы. Мы, например, отразили агрессию международного терроризма, сберегли единство страны, не позволили разорвать ее на части в свое время. Мы поддержали наших братьев и сестер, их волю быть с Россией, и в этом году 10 лет легендарной русской весне. Но и сейчас энергия, искренность, мужество ее героев, крымчан, севастопольцев, жителей восставшего Донбасса, их любовь к родине, которую они пронесли через поколения, безусловно, вызывает гордость. Говоря о техническом оснащении российской армии, президент России отметил, что на производстве рабочие трудятся в 3 смены, за счет чего мощности вооруженных сил России выросли в несколько раз. Акции «Мы вместе» и «Все для фронта» объединили миллионы людей. Вооруженные силы обрели колоссальный боевой опыт. В районах базирования. Это касается взаимодействия всех видов и родов войск, современной тактики и оперативного искусства. Прошла закалку целая плеяда талантливых командиров, которые берегут людей, грамотно исполняют свои задачи, используют новую технику, успешно решают поставленные перед ними задачи. И хочу сказать, что это во всех звеньях, от взвода и оперативного звена до самого высшего звена руководства. Защитить суверенитет и безопасность наших граждан. Стратегические силы ежесекундно находятся в состоянии полной боевой готовности. Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» поставлен на вооружение, тем самым доказав свою эффективность во время проведения специальной военной операции. Кроме этого, в ранних посланиях не было и речи о комплексах «Буревестник», «Авангард», «Пересвет» и других. В заключение Владимир Путин назвал голословными утверждения о якобы планах России разместить ядерное оружие в космосе. Подобные вбросы, а это не что иное, как вбросы, это уловка только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно Соединенным Штатам. Борьба с бедностью является залогом благосостояния страны. Данная проблема является наиболее острой, затрагивающей 9% населения страны, а среди многодетных семей около 30%. Также российский лидер поручил продлить до 30 года программу льготной семейной ипотеки при сохранении ее базовых параметров. К 2030 году планируется увеличение минимального размера оплаты труда до 35 тысяч рублей, что отразится на размере зарплат и пособий. Нужно поставить четкие цели и последовательно двигаться к их решению, к их достижению. Добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности в России стал ниже 7%, а среди многодетных семей снизился более чем в 2 раза, хотя бы до 12%. То есть мы должны сделать особый акцент на снижение бедности прежде всего для многодетных семей. Понимая, что в целом борьба с бедностью – это задача непростая, она носит абсолютно системный характер, многовекторный. Поэтому, повторю еще раз, важно, чтобы все меры, которые мы принимаем в этой сфере, все инструменты, которые используем, были эффективными и действенными, давали ощутимый, реальный результат для людей, для семей наших. Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил о запуске национального проекта «Семья». Семьи с детьми – наш фундаментальный нравственный выбор. Многодетная семья должна стать нормой и философией жизни общества. Владимир Путин в своем послании сообщил, что наша страна – оплот для сохранения своих традиций и культуры. Одной из задач на ближайшие 6 лет должен стать рост устойчивой рождаемости. В рамках национального проекта регионы с низкой рождаемостью получат в ближайшие годы до 75 миллиардов рублей на расширение мер поддержки семей. В горизонте ближайших 6 лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого будем принимать дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития. Еще один национальный проект будет запущен в 2024 году, посвященный будущему страны и имеющий название «Молодежь России». Также планируются дополнительные выплаты в 5000 рублей в месяц для всех советников, директоров по воспитанию в школах и колледжах. Владимир Путин предложил с 1 марта увеличить федеральную выплату за классное руководство и кураторство групп в техникумах до 10 тысяч рублей.
Предлагаю консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политики. И уже в этом году запустить новый национальный проект «Молодежь России». Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны. Именно так понимают свое призвание, свою высокую миссию и ответственность за молодые поколения наши школьные учителя. Говоря о мастер-планах, президент России заявил о срабатывании решений по поддержке субъектов страны. Соавторами мастер-планов должны стать жители регионов, знающие свою родную территорию от А до Я и имеющие представление о проблемах, решение которых должно стать первоочередной задачей. В ходе послания правительству Российской Федерации было предложено направить 360 миллиардов рублей на благоустройство и крупные проекты в этой сфере. Для 22 дальневосточных городов и агломераций подготовлены мастер-планы развития. И такая же работа идет по населенным пунктам в Арктике. Сейчас мы должны сделать следующий шаг. Предлагаю определить перечень еще более 200 крупных и малых городов. Для каждого из них должен быть разработан и реализован свой мастер-план. А в целом программа развития должна охватить порядка 2000 населенных пунктов, включая села и поселки. Кроме того, Владимир Путин анонсировал запуск новой программы переселения из аварийного жилья. В своем послании Федеральному собранию президент России заявил, что дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года, пойдут под снос, а жильцы этих домов обретут новое жилье. Отметим, что в Якутии программа переселения из аварийного жилья одна из самых масштабных. По информации Министерства строительства Якутии, на сегодняшний день в республике уже расселено 40 тысяч граждан. Введено более 244 многоквартирных домов в различных муниципальных образованиях. Конечно, если программа это по переселению, конечно, я поддерживаю, да. Как раз вчера мне подруга звонила, она была так рада, что она переехала в 4-комнатную частного аварийного жилья. Конечно, положительно, да, это как бы первоочередное, чтобы было такое. Ну, очень положительно отношусь. Все жильцы с ветхим жильем, некоторые уже переселились в новые квартиры. Но главное для жизни это же квартира. Я каждый раз положительно оцениваю. Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил о новых планах по обеспечению газом городов и районов Республики Саха-Якутия. Для льготной категории граждан страны правительство России дальше будет предоставлять субсидии. Теперь с помощью субсидий от государства они смогут приобрести современное экологичное оборудование, причем отечественного производства. В первую очередь поддержку должны получить наиболее нуждающиеся семьи. Выделим на эти цели также дополнительно порядка 32 миллиардов рублей. Путин заявил, что программа создания в Российской Федерации университетских кампусов будет расширена. Будет построено 40 таких объектов, на что выделят 400 миллиардов рублей. Президент также предложил повысить уровень оплаты труда преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах. Кроме этого, глава государства поставил задачу увеличить в 1,5 раза к 2030 году долю отечественных высокотехнологичных продуктов на внутреннем рынке. Также глава государства предложил разрешить школьникам пересдавать ЕГЭ по одному из предметов перед поступлением в вуз в том же году. О едином государственном экзамене. Он по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию и споры. Мы все об этом хорошо знаем. Действительно, механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Что я предлагаю на этом этапе? Предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении. Дать выпускникам, что называется, второй шанс. А именно, по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов и сделать это до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдачи. В завершении своего выступления глава Российской Федерации анонсировал новую программу для подготовки участников специальной военной операции «Время героев». Кроме этого, ветераны и участники спецоперации получат возможность в первоочередном порядке получить высшее образование, а также гражданскую специальность в ведущих вузах.
Закончил послание Владимир Путин словами «Верю в будущее России». Ну а съемочные бригады вышли на улицы населенных пунктов и узнали, как граждане оценивают послание президента России Федеральному собранию. Лично мне там 2 проекта понравились, в которых я вижу непосредственно свое даже участие. Это получается проект «Время героев», который позволяет участникам СВО обучаться в Академии президента и, соответственно, двигаться по различным, скажем так, карьерным перспективам. И второе мне понравилось, это то, что участникам СВО теперь можно будет участвовать в дальневосточной ипотеке. Для нас, как для патриотов, для граждан своей страны, конечно, было очень многое сказано, таких перспективных моментов. Но как артистов, для нас самым главным является предстоящий национальный проект – это земский работник культуры, потому что, я уверена, он поможет нам решить нашу проблему привлечения высококвалифицированных кадров в наш город. Владимир Владимирович Путин все-таки дает большую оценку семье. Он говорит о том, что любовь, верность, взаимовыручка, взаимопонимание – это самое главное, что есть у нас в России. Что все эти качества мы должны передавать из поколения в поколение, так же как нашу культуру и как наши ценности. Своим мнением о послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию поделились и политические деятели. Все они отметили важность таких посланий и выразили уверенность в исполнении озвученных в ходе встречи поручений. Провозглашены ряд направлений с конкретными суммами, которые очень важны, в том числе нашей республике. Это и капитальный ремонт детских садов, строительство новых школ, учреждение программы «Земский работник культуры» именно для дальневосточных регионов, программы развития сельской газификации, социальной газификации. Для нас это очень важно, потому что у нас сейчас, благодаря соглашению с «Газпромом», активно начинается эта программа по новым нашим населенным пунктам Западной Якутии, в Южной Якутии. Нельзя не отметить, что послание главы нашего государства очень масштабное. По сути, поставлены достаточно серьезные задачи для всех сфер, и для общества, и для органов исполнительной власти, и для органов законодательной власти, и, конечно, и для бизнеса. Если говорить о тех моментах, которые были отражены в послании президента, и ставится как текущая ситуация, тактические такие вещи, и, конечно же, очень много связано со стратегическими задачами, которые озвучил президент и которые поставил президент перед обществом и перед всеми органами власти. Самое главное, я что поняла для себя, и мне очень это приятно, то, что он озвучил и поблагодарил Комитет семей воинов Отчизны. Нашу работу с семьями военнослужащих, также бойцов. Второе мне понравилось, то, что он опять же проявил большую-большую заботу о семьях, о детях. Послание президента России к Федеральному собранию является ежегодным обращением к обеим палатам парламента, дающее оценку положению дел и определяет основные направления как внешней, так и внутренней политики. Считается одним из ключевых документов стратегического планирования и фундаментом для определения важнейших целей и приоритетов социально-экономического развития национальной безопасности.